Личные финансы. Почему это стало так важно? Очень много желаний, возможностей появилось. Это была табуированная тема, да? Совершенно И вот этот вот вопрос, сколько ты зарабатываешь, это же практически то же самое, как у женщины спросить, сколько тебе лет. Действительно можно считать какие-то вещи через деньги, но не все. И вот это еще пресловутая какая-то идея о том, что надо отдыхать. Если человек получает 30 тысяч, он хочет 100 тысяч. Если человек получает 100 тысяч, то он хочет 300 тысяч. А я наемный, а что я сделаю? Я пенсионер, я что я сделаю? Елена Попова, предприниматель, консультант по финансовому учету и управлению в бизнесе. По специальности математик и экономист. Работала программистом, специалистом по учету, бухгалтером, арбитражным управляющим, а также в сфере туризма. Открыла школу английского языка в Якутске I Speak English. Сейчас занимается обучением финансовой грамотности. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть, потому что, я думаю, зрители тоже очень рады вас видеть, потому что тема, о которой мы хотим поговорить, и тема того, чем вы занимаетесь довольно глубоко и профессионально в последнее время, мне кажется, архиважная абсолютно для всех. Я, например, не знаю ни одного человека, который бы сказал, деньги — это не важно. Личные финансы. Почему это стало так важно в последнее время? Это же вот какой-то современный тренд. Так не было. Да. Личные финансы сейчас действительно, буквально вот последние годы стало востребовано. Я вот прямо чувствую, что очень хочется разобраться в личных финансах. Но я думаю, это потому что очень много желаний, возможностей появилось. Раньше, в моем детстве, допустим, мы жили в одной деревне, практически одинаковые, имели одинаковые желания поступить в вуз, если у кого-то самый верх желаний купить машину, скажем. И это было как-то определенно. А сейчас мы можем ездить, у нас есть масса возможностей зарабатывать, масса возможностей иметь по всему миру, сейчас нету границ, действительно. И это, конечно, через свои личные финансы, через свои... И там очень много ошибок, потому что нас никто практически не учил считать деньги и вообще, что это такое, вообще вот природу денег. Вроде бы понимаешь, все время общаешься, но глубокого понимания нету. Так вообще неприлично же было говорить о деньгах. Это была табуированная тема, да? И вот этот вот вопрос, сколько ты зарабатываешь, это же практически то же самое, как у женщины спросить, сколько тебе лет. Да? А сегодня все поменялось. Наоборот, да, все говорят. Все, наоборот, кричат, мне 50, я счастлива, да? И еще публикуют, сколько зарабатывают. Действительно можно считать какие-то вещи через деньги, но не все в этом мире, да. И самый большой, вот сейчас очень сильный фокус на деньги, на материальные вещи, он как-то сделал тяжелее жизнь, потому что люди как-то думают с утра о деньгах, весь день о деньгах, разговоры о деньгах, как у тебя с деньгами, как у тебя с кредитами, как у тебя с доходом. То есть в основном же разговоры у нас о деньгах. И мы оцениваем друг друга по деньгам. То есть когда был человек, когда появилась человеческая цивилизация, в самом начале денег же не было. Ее люди придумали для чего-то. Но просто это как будто бы мы культивируем, допустим, какой инструмент? Молоток, да? Мы культивируем молоток. У тебя какой молоток? Молоток. И вот об этом молотке мы и говорим. То же самое, как о деньгах. То есть, и за деньги стало возможно действительно обменивать его на какие-то ценности. И с возможностью вот этих кредитных инструментов, которые появились у нас в последние годы очень сильно, люди стали получать все гораздо быстрее. Гораздо быстрее, но потом мы все окунулись в эти кредитную зависимость. Когда мы отдаем деньги, получая что-то, то есть мы что-то получаем. А с другой стороны, нам нужны деньги. И когда мы получаем деньги, мы должны что-то отдать. А в случае кредитных денег мы ничего не отдаем. И вот это еще пресловутая какая-то идея о том, что надо отдыхать. Вот надо лежать и отдыхать. Все же мечтают об отдыхе, да? Да. Ты отдыхаешь?
О, вообще, ну классно. Вот это вот. Да-да-да. Ага, и я поехала отдыхать. Наконец-то, и все поздравляют же, ой, поздравляю тебя, наконец-то ты отдыхаешь. отдохнешь. Да, отдохнешь. Хоть вот- и в кредит. Да? Да, А да. потом ты приедешь и будешь пахать. И вот эти 33 года. какие-то замена ценностей, Да. на вот какие-то вот такие вещи общественно одобряемые, Мгм. оно как-то вот закрыло глаза на вот эти расчеты простые. Обычно же говорят, я хочу, чтобы получать миллион, ну, скажем, да, ну, Да. вот это Ну, там информационный шум, да, определенную сумму. информационный шум, да, такой, что я хочу получать там сколько-то, да, определенную сумму, у каждого, кстати, своя сумма. Мгм. И это означает, обычно мы говорим ту сумму, которая нам сейчас недоступна. Да? Но если человек получает 30 тысяч, он хочет 100 тысяч. Если человек получает 100 тысяч, то он хочет 300 тысяч. Если человек получает 300, то он хочет Да, 500. человеку и так никогда далее, не да? бывает достаточно. Да, но если мы хотим больше получать, то это означает, что мы должны быть способны отдавать больше такой же ценности. Мгм. То есть мы должны... А что такое отдавать? Это значит работать, предоставлять какие-то услуги, делать какую-то работу, организовывать бизнес, да, чтобы это приносило. То есть вот эту часть мы немножко забываем. А мы хотим отдыхать. То есть, когда мы говорим, я хочу много денег, это говорит о том, что я хочу много отдавать, но делать что-то и вот предоставлять, собственно, да. Мгм. Ага. И вот если с этой точки зрения смотреть, то вместо того, чтобы говорить, я хочу много денег, надо говорить, я так хочу, там, условно, всем помочь, там, изучить английский язык. Я хочу всем помочь, там, чтобы все ходили в красивой одежде, Мгм. которую я привезу, да. Или я хочу, чтобы, там, чтобы у всех там были красивые дома. Вот. Да. И я беру на себя обязательство обеспечить всех этими домами, одеждой, да, или еще какими-то услугами. А если человек в найме? Но- Вот в найме он работает, он, допустим, 30 лет выполняет очень важную функцию какую-то, свою. И он получает там, соответственно, знания, стаж. И он хочет увеличить звание. свой доход. Да, есть ли у такого человека возможность увеличить доход? Ну, через найм же тоже бывает разный. Да? То есть зарплаты разные бывают, да, либо подработки бывают дополнительные. То есть за счет все равно чего-то, что мы отдаем, что мы делаем, увеличение дохода. Не просто за красивые глазки нам увеличили доход. Нет, конечно. Потому что даже когда вот государство увеличивает доход государственным работникам, откуда эти деньги идут? Из налогов. Из налогов, а налоги Которые откуда платят идут? предприниматели. Предприниматели. Когда говорят, а я наемный, а что я сделаю? Я пенсионер, я что я сделаю? Да. Но я тоже пенсионер. Но я предпринимаю в своей жизни что-то, да, чтобы, ну, как бы жить, что-то давать людям. То есть это не наемный, это не ты не с рождения, это ты выбрал это. Да? Если тебе там все достаточно, а это может быть достаточно, да, если мы не ходим за чужими историями и не повторяем это, да, вот я наемный, у меня там 50 тысяч условно, а я хочу жить на 150 тысяч. Ну тогда есть же работа за 150. Мгм. Да, можно вот эти работы. Ну то есть не надо делать из себя вот я наемный герой советского, не знаю, какого-то. Я не могу прыгнуть Да, выше и я головы. не могу, да, вот это. Каждый человек предпринимает. Можно ли сказать тогда, что наш доход и наше финансовое благосостояние напрямую зависит от наших выборов многократных, да? Не одного выбора, а Напрямую. вообще выборов, которые мы совершаем в жизни? Прямо напрямую. Вот. Прямо напрямую, да. Записали формулу? И да, конечно, есть разные обстоятельства, но мы же выбираем в этих обстоятельствах быть кем-то, этим, делать то-то, то-то, то-то. Да-да-да. А обстоятельства наваливаются на всех нас, без исключения, там нету исключений, да. И это череда выборов, о чем я все время пытаюсь рассказать, чтобы деньги — это на самом деле ответственность. То есть это ответственность за свой выбор. И если мы хотим много денег, значит, хотим много чего-то, расходов, да, на что-то. Хотим поездки, вот эти отдыхи, да, хотим там купить какие-то вещи.
то это же тоже ответственность Да, за вот конечно. эти решения. Значит, сначала мы желаем что-то купить, то есть расходовать деньги. Значит, нам нужно иметь ответственность на доход на вот эту сумму. Получить доход на эту сумму. Как я говорила ранее, это значит, надо отдавать в таком же объеме, сколько мы хотим. Вот такой как бы, Вот такой как бы баланс объем. должен быть, да? Да. Между брать и Возможно, давать. это не прямо, да, вот так вот, если. А вот отсюда мы получаем, тут отдаем, отсюда получаем, тут отдаем. Ну, то есть это немножко мешанина. Там есть потоки, порядок есть, но, в общем-то, А это каждый человек индивидуально может для себя расчертить вот какую-то карту? вообще спокойно. Как это обычно выглядит? Но обычно результат наш еще, да, вот того, что мы имеем, это, вот как мы сказали, следствие наших выборов, а еще следствие наших привычек. То есть мы привыкли вот так в этот магазин ходить, мы привыкли так одеваться, мы привыкли так тратить на кого-то деньги, допустим, да, вот мы не можем взрослых детей иногда отпустить. И, ну, я просто очень много, у меня личных историй было, через меня прошло, да, и люди просто оплачивают взрослым детям за их квартиры. И это же наш выбор. А мы могли бы уже отпустить давно уже 30-летних мужчин, женщин. И потратить эти деньги На себя, да. А мы, вот у нас денег не остается. С доходами еще более-менее понятно. Там вот, ну, мы выбрали, и вот там несколько источников доходов, например, да, хорошо. А теперь как это правильно израсходовать, так, чтобы это не был постоянно ноль? Да? Потому что постоянный ноль — это же про что? Про то, что где-то какой-то сбой. Да? Ну вот, для этого вот и существует различные планирования. То есть, допустим, у нас вот 25-й год вот-вот наступит, Да. а он состоит из месяцев. Да. Из 12. Можем представить даже эти месяцы, потому что мы много лет живем, и мы представляем, из чего состоят эти месяцы, какие они сезонности имеют. Где-то жарко, где-то холодно, где-то мы хотим отдыхать, где-то мы хотим учиться, да? Где-то мы хотим куда-то поехать, и мы можем поставить вот эти наши расходы, желаемые, в месяцы. То есть я хочу в июле поехать на отдых, а в мае я хочу купить себе там телефон. В сентябре я хочу обновить машину. Вот какие-то такие большими мазками мы можем себе расставить, но желательно это, конечно, записать. Если мы хотим, чтобы у нас постоянно были деньги, нам нужно, чтобы хоть какую-то копеечку откладывать каждый месяц. Представить себе, что там я откладываю по 1000 рублей, по 10 тысяч рублей. А это должно быть целевое накопление средств, или это может быть просто абстрактно? Подушка безопасности? Это подушка безопасности подушка называется, да. Это чтобы вот, денежки были, вот, чтобы не было по нулям. Вот для этого мы немножко откладываем, да. И следующий вид — это когда мы хотим, тратим деньги, но ничего вот так материального взамен не получаем. Но мы удовлетворяем наши потребности духовные, какие-то вот познанием, да, есть же такое. Хотим там съездить в Париж, посмотреть там что-то. Это большая ценность. На самом деле мы живем для того, чтобы получать впечатления, эмоции, вот. И трата этих, если мы понимаем, что мы потратили на эмоции, а не вот так, они после поездки, ой, опять денег нету, да. А если мы благодарим, да, вот обычно же говорят, что мы за эти деньги зато получили классные впечатления. Так мы же это всю жизнь с собой несем. Но мы же пытаемся в основном владеть, Да, чтобы да, было. иметь там собственность, иметь там это, да, это. Если этим увлекаться сильно, да, то получается, как будто мы вот как раз завязли в фокусе вот материального и забываем о том, получать вот эти наши прекрасные впечатления от заката, допустим, если мы поедем в поход, да, это что ж деньги имеют, но Общение с общение с близкими. людьми, да, просто спокойно. Сейчас же роскошь посидеть, поговорить 2 часа с человеком. И также, если мы идем к планированию, то есть еще у нас обязательства, долги, кредиты, которые нам нужно отдавать. Это тоже же можно запланировать. Либо это планово, вот так вот, или это, ну, каким-то делать приоритет и закрыть, например, какую-нибудь задолженность. Вот. А как вы вообще к кредитам относитесь? Ну, вот к таким задолженностям. У нас половина населения перекредитована ипотеками, так точно? Ну, кредиты,
Не скажу, что это хороший инструмент, да, но иногда бывает нужно, да, когда добавить, это называется финансовая деятельность, когда ты способен погасить проценты и вернуть. Но я видела много разных финансовых историй. Я видела, где есть кредиты, которые превратились в реальные активы. Вот действительно инвестиции, которые приносят доход. Это, например, люди вкладываются, ну, например, в недвижимость, сдают в аренду. Недвижимость остается, как я сказала, деньги превратились в недвижимость. Еще если он приносит доход и закрывает каким-то образом то, что, каким образом он пришел, то это, как говорится, неплохо. То есть ипотека — это окей? Я не скажу. Тут, знаете, надо менять все равно. Вот я за то, чтобы мы не говорили, что это плохо или хорошо. Есть обстоятельства, в которые мы вошли, да, посмотреть на это реально, оценить эту ситуацию. Ну и это иногда возможность вырасти в доходе, чтобы покрыть его. Вот в последнее время, допустим, тревожность же очень высокая. И мне кажется, таким образом люди становятся шопоголиками. Просто, когда как будто бы я что-то куплю, и я куплю себе иллюзию, что у меня все хорошо, что вот я контролирую, во всяком случае, свою корзину в интернет-магазине могу контролировать, знаешь, я все остальное контролирую. Да? Какой еще есть эффект у денег и у сегодняшней реальности? В принципе, что нам нужно? Человеку нужен квадратный метр, чтобы там быть. А человеку нужно, ну, да, нам нужно больше одежды, чем, допустим, в европейской части страны, да, либо южной части страны. Но, тем не менее, там тоже можно иметь меру. Если осознать, что тебе нужно, по идее, не так много. Но обладать это еще хорошо, когда мы уже видим в магазинах изобилие и уже обладаем этим. Хорошо. Как хорошо, что все у нас есть. Если что, можно купить там, если что, можно взять там. А вот иметь вот на полочках там кучу того, что чем ты не пользуешься, а этого же тоже полно. Для того, чтобы начать разумно относиться к финансам, ну и вообще начать первые шаги к своей собственной финансовой грамотности, нужно начать с чего? С похода к психотерапевту? Знаете, без похода можно обратиться. Да, бывают случаи, когда необходимо обратиться, но в принципе, в целом, нужно выписать, что у тебя есть. Во-первых, понять, куда ты, условно, потратил деньги, ну, материальные вещи, да. Выписываем материальные вещи, есть определенный порядок, это материальное имущество, финансовое вложение, допустим, у кого-то есть бизнес, кто-то вложился, бывает, ну, в страхование иногда бывает, вкладывается, да, и какие у тебя деньги есть, наличие, прямо вот по картам посмотреть, наличку посчитать, да, и вот эту всю сумму, а еще нужно посчитать ценные вещи, которые есть дома, ну, вот там холодильник стоит, был куплен, условно, за 60 тысяч, кухня, на которой мы потратим, мебель, да, вот мебель, техника, вот это все считается. Если все посчитать, ценные вещи, которые есть, ценными считаются те вещи, которые можно условно продать, ликвидные вещи. Да? Допустим, ну, платье, может быть, не включается, потому что... Обувь, наверное, тоже вряд ли. Да, но бывают такие дорогие вещи, да, дорогая обувь, которую можно продать. Дорогая сумка, которую... Если мы все это посчитаем, мы, в общем-то, рассчитываем сумму актива. Далее считаем обязательства. То есть задолженность по кредитам, займам, каким-то долгам, которые есть. И если с актива отнять обязательства, то мы получаем объем того, что нам принадлежит, сумму того, что нам принадлежит. И когда мы на это смотрим, у некоторых сразу озарение. Вау, оказывается, я богата, я-то думала, я вообще вот в обязательствах погрыз, да? А активов вон, оказывается, у меня сколько там, гараж там посчитали, дачу. Недавно у меня посчитали в деревне мамин дом, там еще какие-то вещи. Вот это все можно считать. Так. И у человека много, условно, вещей, которыми он владеет. Сейчас мы говорим о владении, да. Кто-то находил криптовалюту, которую он когда-то купил, там, 10 лет назад. Кто-то, да, что-то находили.
Вот. И это точка А, то есть в настоящее время, чем мы владеем. И смотрим, что нам как-то, что нам не нравится, и что бы нам хотелось бы, допустим, через год, ровно вот 31 декабря 2025 года. И мы думаем, обычно это бывает, я бы хотела, чтобы у меня в кошельке было больше денег, я бы хотела, чтобы там этот кредит был погашен, я бы хотела, чтобы у меня машина была другая. И вот этим можно также расписать. Точку С в таком же порядке расписать, как я бы хотела бы быть. Но надо быть реалистом. Не надо прямо попадать сразу там машину там какую-то, 3 машины хочу иметь, там 5 квартир. А более реально через год. Через год мы можем представить. То есть год — это хороший обозримый срок? Да, обозримый срок, когда мы можем что-то себе поменять. Вот как раз момент решения происходит. И я решаю иметь то-то, то-то. И в основном это касается денег. Ну, практически сколько я провела разных, работала с разными людьми, это касается денег, чуть-чуть увеличить денег, которые у меня на карте лежат. Хочу, чтобы у меня подушечка была безопасности, хочу, чтобы у меня долги были чуть-чуть уменьшились. Меньше, да, и бывает так, что я хочу, чтобы вот машина была, я хочу, чтобы квартира была, и вот такие вещи. И далее мы смотрим, хорошо. И когда человек доволен, вот если я до состояния удовольствия, вот было бы хорошо, когда вот так вот было бы, да. Допустим, 0 денег, ну там 30 тысяч денег сейчас, да. Хотелось бы, чтобы у меня в кошельке 100 тысяч тогда будет, да, или там еще какая-то другая сумма. А 40 у меня было бы лежало там в подушечке где-то. И мы начинаем тогда к этому идти. Мы такую же картину рисуем вот в ближайший месяц, через месяц. И если мы хотим тут 100, нам сколько нужно отложить? Если мы хотим тут 40, то сколько можем отложить? Ну, то есть, грубо говоря, получается, мы формулируем цель определенную и определяем точки, да? Да, определяем точки, цели, да, куда мы можем двигаться. пойти. И с этого и начинается. Я к тому, что с этого начинается. Да. Но надо же действовать. То есть это пока только план, Пока только, да, крупные мазки. Это даже не мазки, а это просто вот желаемые. И на этом этапе уже происходит осознанность. Приходит первая осознанность, так я должен, оказывается, работать с деньгами, а не страдать о каком-то вот этом, о том, что у меня вот этот долг, о том, что у меня нету денег. Но по идее, если мы здоровые и способны работать, ну вот мы же поставили реальную цель, выбрали это, решили, предприняли. Вот. И оттуда начинается прямо осознанность. Приходит ясность какая-то, да, вот. То есть не просто вот в воздух кидать какие-то слова, деньги такие, деньги сякие. Ну, посмотри на свои деньги. Что у тебя есть? Что ты хочешь через год? Ну, ты можешь шажками все это сделать, по идее. И решения принимать там какие-то. Да, бывают иногда, что очень какие-то страхи есть, там, ну, вот такие психологические, да, ну, помогайте. Мы же все теперь знаем, да, что есть ограничивающие установки, какие-то вот эти, да, стратегии. Прорабатываем себя, да, мы же уже взрослые люди, а не дети, которых там, возможно, где-то когда-то гнобили. И поэтому просто работая с этим, мы начинаем вот идти к этому. Тогда, получается, формула выглядит следующим образом. Сначала нужно сесть, все посчитать, сформулировать цель. Потом нужно... Сначала увидеть то, что есть. Ну да, вот увидеть то, что есть, то, к чему мы стремимся, сформулировать цель. Потом нужно осознанно подходить к выбору, к своему собственному, каждый раз понимать, отдавать себе отчет о том, что вот сейчас я делаю выбор, который явно повлияет, да, на то, на что повлияет, даже элементарный вопрос задать. И действовать. Да, действовать. Но в действовании нам что-то мешает. Мешают привычки. Да. Привыкли ходить в кафе каждый день, условно. Да. Привыкли есть там много того, что там не полезно может быть, да. Привыкли там... С чего можно было бы обойтись, да? Да, привыкли там, ну вот как я говорила, допустим, давать взрослым детям постоянно
деньги, если тебе не хватает. Если тебе хватает, ну, давай. Да? Если не хватает, и ты страдаешь при этом, но ты видишь, да, вот это вот. И поэтому очень важно вести учет доходов и расходов. И через каждый месяц делать этот срез показателей. Аудит, да? Да, приходить в это и то же время. Вот сейчас же говорят многие, что психологически, ну, как найти себя? Это просто поставь себя на место на самом деле. Да? Вот я в Якутске живу, у меня есть такая-то квартира, у меня есть такая-то машина, и вот я нашел себя. У меня столько денег, я работаю там-то, и вот это все. Мы нашли себя. В общем-то, не надо искать там какой-то большой смысл в том, что прямо вот, что ты есть, Да? не уходя от действительности. Вот. Ну, собственно, знаете, дорогие зрители, у вас уже есть формула, да? Если вдруг что-то пропустили, чуть-чуть отмотайте, выпишите. Формула уже есть. Дело осталось за малым, за действиями. Да? Да. Елена, это было очень интересно, было здорово. Ваши пожелания, пожалуйста, нашим зрителям. Я бы хотела пожелать, чтобы мы всегда оставались осознанными и чтобы не стеснялись считать свои деньги и сейчас, и в будущем, и не смотрели постоянно назад, потому что прошлого уже нет. Есть только сейчас, и мы идем к будущему. Поэтому считаем деньги с удовольствием, с радостью. Деньги нам в помощь. Деньги на самом деле наши помощники. А враги себе только можем быть мы. Поэтому желаю всем удовольствие посчитать свои деньги и радоваться тому, что у вас есть. Вот. Спасибо большое. Спасибо.